Смотрите в программе. Дети, уезжающие в районы Якутии, должны будут проходить обязательный медицинский осмотр. Туристический бренд разрабатывают для Хангаласского района Якутии. А ресторан в Стамбуле разработал необычную концепцию по защите гостей от коронавируса. Продолжаем эфир нашего канала новостями к этому часу. 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в республике за минувшие сутки. 60 больных в Якутске, по 3 в Алданском и Намском, по 1 больному в Амгинском, Верхневилюйском, Нюрбинском и Мирнинском районах. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 2968 случаев заболевания коронавирусом. 1731 человек выздоровели и 20 летальных исходов. К сожалению, за последние дни мы видим очень тревожную тенденцию увеличения количества больных детей. Если у нас сейчас на излечении находится порядка свыше 1500 людей в общей сложности, из них 800 в стационарах и 700 амбулаторно, то вот из этих 1500 у нас 23% составляют дети. Среди тех, кто проходит амбулаторно, у нас 36% составляют сейчас дети. Дети в основном переносят болезнь легко, бессимптомно, но при этом они как раз и являются во многих случаях источниками принесения инфекции внутрь семьи и дальнейшего заражения и серьезных осложнений. Дети, уезжающие в районы республики, должны будут проходить обязательный медосмотр. Об этом сообщила замруководителя оперштаба региона Ольга Балапкина. По ее словам, на родителях лежит большая ответственность при принятии такого решения. Они должны быть уверены, что их ребенок не имел контактов с больными и что эпидситуация вокруг их семьи стабильная. Сейчас готовится, непосредственно мера, которая будет подписана, уже анонсирована главой республики по обязательному профилактическому медицинскому наблюдению тех детей, которые сегодня у нас поедут в районы Улусы, для проведения лета их встречи с бабушками и дедушками. И, соответственно, наши медики совместно с главами муниципальных образований соответствующее такое профилактическое наблюдение над ребятишками будут осуществлять. Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Норильска из-за аварии на ТЭЦ. Ему меняют должностную халатность. Тему продолжит Анастасия Дмитриева. Бездействовал при внештатной ситуации. Следственный комитет России предъявил обвинение в халатности мэру Норильска Ринату Ахметчину после аварии на теплоэлектростанции 29 мая. В результате инцидента из резервуара с дизельным топливом в окружающую среду вылилось 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения достигла 180 тысяч квадратных метров. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что градоначальник не исполнил свои прямые обязанности. В ходе расследования установлено, что Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий не принял. В том числе он не организовал координацию деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования. Петренко уточнила, что мэр Норильска не был задержан. В случае доказательства вины Ахметчину грозит штраф, обязательные работы, а также запрет занимать определенные должности. Накануне СКР объявила о задержании 3 руководящих сотрудников ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании в Красноярском крае. Еще раньше был арестован начальник цеха. Найти виновных требовал президент Владимир Путин. Он объявил в зоне бедствия ЧС федерального масштаба. Алроса сокращает услуги сторонних подрядчиков перевозки стратегически важного для работы компании топлива. Так в компании страхуют себя от риска остаться зимой без нужного объема нефтепродуктов. В этом году алмазодобытчики завезут на производственные площадки более 115 тысяч тонн светлых нефтепродуктов. Треть доставят новые баржи судоходной компании «Алроса Лена». Один из новых танкеров, пополнивших флот, встречал наш коллега Роман Токмаков. Он расскажет, чем примечательны новые суда.
Буксир «Капитан Воробьев» неспешно подходит на рейд Ленской нефтебазы. Впереди новенькая баржа МН-2019. Ее построили в прошлом году, и этот рейс для танкера первый. На борту судна порядка 2000 тонн топлива, еще 600 весит сама баржа. Но капитан состава швартуется без проблем. Компания заказала новые баржи проекта РДБ 60661. И первый рейс с новой баржой предоставилась возможность сделать мне. По своим параметрам баржа аккуратненькая, длина 88 метров, то есть это получается как одиночное судно. В управлении, в общем-то, сложности не представляет. В прошлом году флот судоходной компании «Алроса-Лена» пополнили 2 такие баржи. Их построили в поселке Самусь Томской области. Баржи делались по спецзаказу ленских речников. Инженеры учли все требования. Баржи могут водить и буксиры-толкачи, и самоходные судна. Составом комфортно управлять благодаря небольшой длине МН-2019. Низкая осадка важна на перекатах Лены, а также двойное дно и борта. Это международное требование для экологической безопасности перевозок. Но что более важно, с вводом в строй новых нефтеналивных барж «Алроса» перевезет большую часть топлива для подразделений своими силами. Они должны выполнить 10 рейсов с полной загрузкой, это порядка 40 тысяч. Но с учетом того, что на протяжении многих предыдущих лет глубины на перекатах на Верхней Лени не всегда выше и соответствуют проектным, поэтому мы расчетно предполагаем, что эти 2 баржи перевезут около 30 тысяч тонн. Доставлять нефтепродукты в Ленск судоходная компания «Алроса-Лена» будет и по Лене из Усть-Кута, и по Вилюю в Нюрбу. План на навигацию этого года – 115 тысяч тонн светлых нефтепродуктов. Треть из них и перевезут новобранцы МН-2019, пополнившие флот судоходной компании «Алроса-Лена». Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Президент Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости поправок в Конституцию. Об этом он заявил накануне в ходе торжественной речи в честь Дня России. Напомню, что согласно опросу ВЦИОМа, поправки готовы поддержать более 60% тех, кто примет участие в голосовании. Наши корреспонденты продолжают опрашивать якутян. Свое мнение высказали нерюнгринцы. 1 июля я обязательно пойду голосовать. Нравится, что здравоохранение должно быть единым для всех, без разницы, что оно в Москве или в населенном пункте, каком-нибудь поселке отдаленном или деревне. Это нравится. И не буду конкретизировать, потому что нравится почти что все. Это, как-то так. Вот я сознательно почитал. Наверное, не все, но поправки мне, для меня, как для простого гражданина России, подходят. В России может появиться новый 14-й национальный проект. Он будет посвящен туризму, а его подготовкой сейчас занимается правительство вместе с деловыми объединениями и профильными организациями. Нацпроект будет направлен на увеличение турпотока в стране и рост выручки в отрасли. Подробнее о будущих возможностях Максим Кардозу. Во всем мире уже поняли, что туризм – это серьезная отрасль, которая может приносить миллиардные прибыли. Причем в приеме гостей могут быть задействованы миллионы людей. Это не только сотрудники гостиниц и ресторанов. Здесь подключаются и другие сферы услуг. Авиакомпании, аэропорты, вокзалы, торговые точки. И в России есть что предложить туристам. У нас огромная страна. К примеру, только Якутия по территории больше, чем вся Европа. И там столько красивых мест. Ленские столбы, песчаные дюны там можно найти, царство холода. И в одной Якутии можно столько найти мест для туризма. И это популярно. Те, кто побывал из иностранцев в республике Саха-Якутия, они увозят любовь к Якутии в своем сердце, хотят снова вернуться. Но чтобы дать прочувствовать туристу всю красоту российской природы, нужно решить много проблем. Это и отсутствие инфраструктуры, непродуманные маршруты, нехватка хороших гостиниц, дороговизна билетов. Размотать этот клубок и должен помочь статус национального проекта, который курировал бы один из вице-премьеров страны. Причем успешные механизмы поддержки, которые помогли бы туристическому бизнесу, уже работают в других нацпроектах. Например, налоговые преференции, субсидирование, гранты. Такой подход, он именно требует статуса национального проекта, чтобы было понятно, кто за что отвечает
чего нужно достичь, в какое время. Были выделены серьезные деньги, сотни миллиардов рублей. И чтобы постоянно велся в режиме проектного комитета контроль за его исполнением. Эксперты предполагают, что туризм в России в скором времени обретет статус национального проекта. И здесь успех будет зависеть не только от федерального центра. В регионах уже сейчас необходимо готовить продуманные программы по продвижению и развитию отрасли, чтобы быстрее и эффективнее включиться в реализацию нового нацпроекта. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Туристический бренд разработают для Хангаласского района Якутии. Этим занимается Центр компетенции по вопросам городской среды лета. Отмечается, что Хангаласский район является перспективным туристическим центром региона. Однако имеется ряд проблем. Это малоизвестность туристических мест и его потенциала на внешних рынках, несоответствие цены и качества услуг предприятий индустрии. Цель – сделать бренд-бук готовых современных решений для привлекательности туризма. Разработка логотипа сможет решить вопрос с узнаваемостью. Кроме этого, будут разработаны шрифт, узоры, иллюстрации, фирменный стиль и графические решения. Ресторан в Стамбуле разработал необычную концепцию по защите своих гостей от коронавируса. Все столы заведения владельцы накрыли гигантскими стеклянными пузырями, создавая таким образом безопасную среду для каждого посетителя и соблюдая дистанцию. Целью стало создание более стерильной, чистой и гигиеничной среды после частичного ослабления ограничительных мер. На кадрах можно увидеть группы людей, сидящих в ресторане в стеклянных пузырях. Согласно последним данным, в Турции зарегистрировано более 174 тысяч случаев заболевания COVID-19 и почти 5 тысяч смертей от коронавируса с начала эпидемии. Я не выходила из дома во время коронавирусного периода. Сегодня мой первый выход в свет. Это день рождения очень близкого друга. Мы действительно не планировали приезжать сюда, но наше внимание привлекли пузыри, которые видно с улицы. И именно поэтому мы решили заглянуть. Когда я только вошла, это было похоже на украшение, поэтому я думала, что это было шоу. Но это больше, чем просто украшение. Мы ждем еще нескольких друзей. И когда они придут, я думаю, что мы могли бы устроить вечеринку, как будто мы находимся в нашем собственном доме или в очень безопасной обстановке. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.